Общероссийское голосование по конституционным поправкам не должно вызвать новую вспышку коронавируса, особенно там, где с этим и так непросто. Вот почему на избирательных участках меры безопасности такие, каких не было никогда. Все непосредственные контакты участников голосования с членами избирательной комиссии полностью исключены. Все, кто приходит к нам голосовать, граждане, соблюдают полностью режим масочный. Перчатки им при входе предлагаются, обработка тоже. По крайней мере, на наш участок не поступало никаких жалоб, все граждане относятся нормально, что происходит полностью обработка участка. И вне помещения голосование выездное членов избирательного участка тоже проходит такой же обработкой, и все граждане относятся с пониманием. На каждом избирательном участке, как и полагается, общественные наблюдатели. Они не только следят за чистотой и прозрачностью голосования, но и за той самой дистанцированностью. За зимней работы ни одной жалобы. Меряют температуру, то есть выдают и маски, если у кого-то нет, и все в перчатках, это тоже радует. Все подписано, все видно, то есть все хорошо. Видно и разметку видно, то есть куда идти, что по порядку идет. Чтобы минимизировать всякую возможность инфицирования, в эту кампанию смягчили требования для голосующих вне избирательных участков. Сделать выбор, не выходя из дома, можно было и без уважительных причин. И выездные группы участковых избиркомов сработали более чем добросовестно. Если на адресе вдруг не открывали дверь, приезжали с урной еще по 2-3 раза. Мы звоним в дверь, вешаем пакет на ручку и отходим. Человек полностью сам заполняет, ставит галочку, опускает бесконтактно, не дотрагиваясь ни до нас, мы до него, бюллетень в ящик для голосования, заявление в специальный пакет. И таким образом происходит голосование на дому. Еще раз повторюсь, беспрецедентные меры защиты, и что позволяет с уверенностью говорить, это реально помогает защитить всех граждан. По состоянию на 1 января численность избирателей в Воркуте составляла 62 610 человек. Это по документам, но по факту можно делить наполовину. Многие из города уехали, но сохранили прописку. Другие в отпуске на югах. Воркута и Инта формально численность избирателей там около 100 тысяч, если их просуммировать. Да. По факту там не проживает и половина. То есть 50 тысяч – это те граждане, которые сохранили регистрацию на этих территориях, но давно покинули Республику Коми и, в принципе, являются гири на нашей явке. То есть там мы никогда вообще, в принципе, показать хороший результат не можем. Ну и получается так, что в целом именно север республики тянет явку в нашей республике вниз. Как следствие, явка в Заполярье одна из самых низких в республике. На избирательные участки пришли более 17 тысяч человек. Это приблизительно 28% от общего числа избирателей. Но при этом тенденция, характерная для Коми и России в целом, сохранилась. Подавляющее большинство участников голосования высказались за поправки в Конституцию России. Алексей Корчма, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.